Тема дня. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 23 січня Кримсько-татарський ресурсний центр представив аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 2018 рік. За даними організації, за вказаний період зафіксовано 6 жертв, 1 пропав безвісті, 92 обшуки, 128 затримань, 158 допитів, опитувань, 206 арештів, 492 порушення права на справедливий суд, 57 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, 50 випадків етапування та інше. Велика частина порушень припадає на представників корінного кримськотатарського народу. Також у звіті згадується ряд незаконних дій окупаційної влади Криму, скоєних протягом 2018 року. І крім того, в матеріалі міститься порівняльний аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 2017 і 2018 рік. З нашим гостем сьогодні у нас в гостях Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримсько-татарського ресурсного центру. Ми більш докладно поговоримо про звіт щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Доброго вечора, пане Ельвір. Скажіть, будь ласка, порівняльний аналіз. Це дуже цікаво розуміти певне явище в динаміці. Що вам вдалося з'ясувати? 17-18 рік, в який бік рухається захист прав людини, порушення прав людини в окупованном Крыму? Добрый вечер. Действительно, мы презентовали анализ нарушений прав человека в Крыму, и мы сравнили статистику за 2017 и за 2018 год, чтобы можно было проследить какую-то динамику, проследить какие-то новые тенденции. И, в принципе, нам это удалось. Вот, например, если взять обыски, то количество обысков увеличилось. Если в 2017 году мы зафиксировали 62 обыска, то в 2018 году их количество увеличилось, и показатель уже составляет 92 обыска. Это прежде всего, наверное, связано с тем, что в 2018 году обыски были проведены также на точках бизнеса. Это мы помним, когда в апреле прошли массовые обыски по 33 адресам, по 33 точкам, когда обыскивали дома, предприятия, магазины крымско-татарского мецената Рисуля Велиляева. То есть это вот такая новая тенденция в 2018 году, когда был такие массовые обыски у крымско-татарских предпринимателей и у Рисуля Велиляева и его помощника Али Бариева. И тогда еще, когда были эти обыски, Крымско-татарский ресурсный центр заявлял, что это является ударом по крымско-татарской идентичности, что это является ударом по крымско-татарскому бизнесу, потому что Рисуль Велиляев – это известный такой достаточно на полуострове человек, который, в свою очередь, финансировал различные культурные мероприятия, за средства которого была построена и мечеть в Белогорске. То есть это такой вот резонансный случай, который... Яка, до речі, я так розумію, на неї був здійснено напад, акт вандализма на цю... Да, это такой случай мы также зафиксировали. Действительно, в 2018 году был совершен акт вандализма, когда забор мечети был обрисован нецензурными словами, и вот этот случай ми також зафіксували. Тобто, фактично ми говоримо, що цей напад на культурні права корінного народу – це така певна тенденція, яка носить масовий характер. Прибирають меценатів, здійснюють цю ганебну псевдореставрацію, яка, в принципі, нищить пам'ятку архітектури, і йде напад на мечеті, які побудовані за рахунок меценатів і утримуються громадою. Естественно, все эти нарушения, они в принципе взаимосвязаны между собой. И, как вы справедливо отметили, это действительно нарушение культурных прав. И такие случаи, они в принципе с начала оккупации носят системный характер. Мы из года в год фиксируем такие случаи. И возвращаясь к обыскам, когда провели обыски у Рисуля Велиляева, мы видели, что как быстро вывезли этих людей за пределы полуострова, когда под предлогом якобы просроченных продуктов в магазинах двух людей, двух крымских татар просто вивезли в Лефортовську тюрму. Да, і етапірування, то есть це дійсно абсурдно. Насправді ніхто не постраждав. Вони говорять, добре, вони говорять, що там були якісь прострочені продукти. Ну, добре, буває, але жодного випадку отруєння цими продуктами немає. Ми говоримо про що? Ми говоримо про злочини, в яких немає потерпілих. Тоді хто потерпілий? Наприклад, в цих злочинах, в цих звинуваченнях проти Рисуля Веліляєва. Хто там потерпіла сторона?
Там потерпевшей стороны в принципе нет. Если мы говорим о потерпевших, то это именно эти люди, которые подверглись этим репрессивным действиям, которые были подвергнуты обыскам, которые были подвергнуты задержаниям, допросам и, как мы видим, этапированию незаконным. И таких случаев, кстати, в 2018 году нам Ті ж увеличилось. самі злочини Хізбут Тахрір, там теж нема потерпілих. Там- Взагалі, ну крім тих, кого звинувачують, безумовно. Але держава правова, коли вона висуває певне звинувачення, все одно мають бути хтось потерпілий. Або сама держава є потерпілою, або якісь фізичні особи, які стали жертвами порушення їх прав, і тому держава вчиняє певні заходи, бере під варту, щоб, так би мовити, встановити цей баланс. От ми говоримо про те, що Російська Федерація, вчинюючи системні порушення прав, в даному випадку кримсько-татарської спільноти, бо це прямий. От скажіть, будь ласка, от коли Росія це робить, чи можемо ми констатувати, що такі випадки, як, наприклад, Хізбут Тахрір, знищення спадщини культурних прав, і Рісуль Віліляєв напад на економічні свободи і на оці мецената, що от все це фактично такі кейси вже для того, щоб говорити про нові випадки порушення Конвенции по расовой дискриминации. Кстати, когда вы говорите, что нет потерпевшей стороны, тут нужно понимать, что когда они обвиняют этих людей, они все время ссылаются на секретных свидетелей, которых, в принципе, никто не видел, которые выступают анонимно, и на вот этих лжесвидетельствах, в принципе, строят и обвинения. Конечно же, это незаконно, и мы все время об этом заявляем, делаем заявления, говорим, что все эти действия, все эти акции направлены на то, чтобы запугать людей. Они носят сугубо агрессивный характер, и выступая на международных площадках, мы все время стараемся об этом информировать, что эти действия незаконны, то, что они направлены на устрашение, и можно сказать, что вот исходя из статистики, мы видим, что большая часть нарушений приходится на представителей коренного народа, то мы со своей стороны заявляем, что данные действия являются примером ксенофобии коренному народу Крыма. І це, в принципі, теж дуже важливо. Які зі злочинів зменшилося? Чи є такі випадки? Были такие случаи, да, действительно. Например, если мы говорим про задержание и про допросы, то количество уменьшилось. В 2017 году количество задержаний было 286, в 2018 128. Допросы уменьшились с 340 до 152 соответственно. Як ви собі пояснюєте Мы это связываем с тем, что в 2017 году, если вспомнить, было два таких резонансных случая, когда в апреле силовики устроили рейд на рынке в Симферополе, если я не ошибаюсь, и тогда массово задержали около 70 людей неславянской внешности. Вони так називалися люди неслав'янської зовнішності. Да, они именно так и преподносят. Хіба це не расизм, просто прямий? Ну тут уже в самой формулировке, да, содержатся такие посылы. И вот второй случай, это в октябре, когда представители крымско-татарского народа массово вышли на одиночные пикеты, и тогда тоже были подвергнуты более 30 человек, если я не ошибаюсь, задержаниям и допросам. И в связи с этим мы вот видим тенденцию, что количество уменьшилось. Но тут не стоит говорить, что само количество нарушений уменьшилось, потому что, по мнению наших экспертов, данные нарушения носят системный характер, а порой агрессивный, потому что нередко фиксируются случаи, когда при задержаниях, либо же при допросах грубо нарушаются права тех людей, которые подвергаются таким действиям. Например, при задержаниях были зафиксированы случаи, когда люди подвергались физическому насилию, подвергались пыткам. Например, если говорим про допросы, то незаконно берут образцы ДНК, слюны и так далее. Навіть не пояснюючи, навіщо. Конечно, не объясняю. А чи є в російському законодавстві якась норма, яка регулює взяття, наприклад, зразків ДНК? Если мы говорим о законодательной стороне, то, в принципе, нужно понимать, что все эти действия, которые происходят в Крыму, они, в принципе, незаконные. Если говорить про законодательство, адвокаты системно заявляют, что все эти действия являются незаконными. Знаєте, що дивно, в тому числі і щодо Крима. От розумієте, по-перше, це будь-які дії окупаційної влади щодо окупованого населення є незаконні, тому що вони відбуваються в рамках російського законодавства, що вже є порушення. Але ті ж самі адвокати, яких ви згадували, вони дуже часто акцентують увагу на тому, що щодо Криму Росія системно порушує навіть власне законодавство. Вона фактично створила там територію безправ'я і робить, що хоче, і нехтує навіть власними законами, і робить це масово.
Действительно, и как раз вот наш график, то нарушение права на справедливый суд очень ярко это демонстрирует, потому что в 2018 году нами было зафиксировано 492 случая, если я не ошибаюсь, нарушения права на справедливый суд. Да, 492. О чем это свидетельствует? О том, что сегодня проводится системная работа по удержанию крымско-татарских, украинских активистов под стражей. Мы видим, что регулярно продлеваются сроки содержания под стражей. Мы видим, что ежемесячно берутся под стражу новые люди, появляются новые политзаключенные, отклоняются апелляционные жалобы, и все эти нарушения носят системный характер. И если сравнивать с 2017 годом, то в 2017 у нас было 515 таких случаев, в 2018 492, то есть тут нужно отметить, что это наиболее динамичные показатели, наиболее максимальные по всем нашим графикам, и это свидетельствует о том, что нарушение права на справедливый суд носят системний характер, і от всі ці дії являються тому підтвердженням. Але вся тенденція на зменшення, вона з одного боку, вона очевидно, вона наявна, ну, наприклад, тих порушень, як ви кажете, затримання. От ми бачимо, що порушення прав корінного народу, ну так, безумовно, воно трошки збільшилося на сьогоднішній момент. Я хочу зрозуміти, от це зменшення, з чим воно пов'язане, на ваш погляд? Ну, тут мы не можем говорить о каком-то большом уменьшении, потому что если в 2017 году было 515 случаев, то в 2018 году 492 случая, то тут показатель довольно-таки небольшой. И тут мы как раз говорим о том, что судебная система в Крыму, она вот направлена на то, чтобы удерживать этих заключенных, политзаключенных под стражей, и активно проводится эта целенаправленная работа. Мене здивувало дуже і так вразило один з пунктів, які вашої інфографіки – це право на життя, свободу, безпеку та особисту недоторканність. Тут ви пишете про 6 жертв. Загальна кількість жертви серед кримських татар 4. І ви описуєте, що в 2018 році, в квітні місяці, буквально там з інтервалом в кілька днів, були знайдені в СИЗО, в штрафних ізоляторах люди, які були повішані, які там з перерізаним горлом, якісь жахливі речі. От для мене це нова інформація, яку я не зустрічала протягом 2018 року. Поясніть, будь ласка, що це за кейси? В 2018 году нами было зафиксировано, как вы отметили, 6 жертв. 4 случая это связаны с СИЗО Крыма, СИЗО Симферополя, когда были найдены повешенными арестованные, задержанные. Но тут мы не имеем прямых доказательств, это было самоубийство или убийство, потому что мы не имеем доступа к этим данным. Но тут нам поступила такая информация, и после этой информации подтвердилась уже из источников де-факто власти в Крыму, когда они отметили, что в СИЗО номер 1 города Симферополя в марте-апреле 2018 года 3 арестованных совершили самоубийство. И еще один арестованный нанес себе якобы телесное повреждение в виде резаной раны шеи. То есть информация... Сам собі? Ну, да, от була така офіційна інформація. А хіба от ця історія, що не можна розслідувати ці справи, що немає доступу правозахисників до, ну і взагалі моніторингових місій до СІЗО, хіба це не є порушенням саме по собі? Само по себе это уже есть нарушением, потому что сегодня международные правозащитные организации, украинская сторона не имеет доступа в Крым, и тем более в СИЗО Симферополя. Но при том есть зафиксированный факт, есть факт жертв, есть факт убийств, не убийства, скажем, смерти, да, и мы считаем, что нам нужно отнести данные случаи в наш отчет, потому что если они находились в СИЗО, то, соответственно, им не была обеспечена безопасность жизни. Исходя из таких соображений, мы отнесли данные факты в жертвы. И еще 2 жертвы, это тоже резонансный случай, когда в июне в селе Давыдовка под Симферополем было совершено нападение на крымско-татарскую семью, когда в результате... На жінку і дітей. Да, погибла женщина и ее малолетний ребенок, тоже молодой парень. Насколько нам известно, он переехал в Крым за где-то полгода или за год до этого инцидента. 23-летний парень, который... З Донецька, я так С розумію. Донецка, да. У нас была информация, что этот парень переехал в Крым из Донецка, и этот случай мы также отнесли в жертвы.
Ну, в даному випадку ми бачимо, що окупаційна влада не розслідує. Ну, по-перше, вона не забезпечила безпеку, особливо, що стосується СІЗО, де це її прямий обов'язок. А по-друге, ми бачимо, що немає належного розслідування. Коли мова йде, наприклад, про зниклих безвісті, саме відсутність належного розслідування теж закидається. Але от окупаційній владі, але от мене теж здивувало, що ви пишете про 17 зниклих безвісті за весь період окупації. І є людина, яка зникла безвісті у 18-му році. Это молодой парень, его зовут Эйнар Юпов, и вот буквально в начале декабря прошлого года мы связывались с теми, с родственниками, которые подтвердили, что его местонахождение остается неизвестным. 6 августа он вышел из дома, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным. И говоря о расследовании, действительно, возможно, создается какая-то иллюзия, что идут расследования, что этих людей ищут, например, даже в случае с Эрвином Ибрагимовым, или, например, сегодня вот исполнилось бы 44 года Ришату Аметову, Так, первой жертве оккупационного режима в Крыму. Тоже в 2014-2015 году говорили, что идут какие-то следствия, что ищут этих людей, есть видеодоказательства, как его похищали. Но, тем не менее, эти расследования не приносят никаких результатов, и впоследствии они либо закрываются, либо же это просто как бы уходит в тень. И мы, в свою очередь, все время стараемся напоминать об этих кейсах, как в Украине, так и на международном уровне, потому что эти люди, например, если мы говорим про Ришата Аметова, этот человек вышел на одиночный пикет против оккупации Крыма. И мы напрямую это связываем с действиями оккупационных, с оккупацией Фактично, Крыма. це прямий політичний кейс. Поясніть тоді ще один момент. Дуже часто доводиться чути, коли ми бачимо, що більшість злочинів там кримсько-татарських, представників кримсько-татарського народу, або половина, або навіть більше. В кожному пункті фактично. Крім етапування. Дуже часто доводиться чути, що, мовляв, ви чомусь говорите тільки про кримських татарів, але є і інші люди. От поясніть, будь ласка, з чим це пов'язано, що кримських татарів більшість? Це через те, що їх дійсно більшість? От я просто хочу зрозуміти, чому така статистика, про що вона свідчить? Ну, тут стоит отметить, что мы хотим сказать, что данный отчет не претендует на полноту, потому что невозможно зафиксировать все кейсы. И, наверное, ряд случаев остаются неизвестными, потому что люди либо боятся об этом говорить, либо еще есть ряд причин. Если говорить вот о той статистике, которую мы имеем на сегодняшний день, то да, действительно, нарушений по отношению к представителям крымско-татарского народа больше. Это либо половина, либо больше половины. Почему такая статистика? Ну, наверное, стоит исходить из того, что крымские татары изначально были против оккупации Крыма, массово выходили против оккупации, против данных действий еще с 2014 года. Мы сегодня видим то, что крымские татары выходят и на одиночные пикеты, и в результате подвергаются репрессивным действиям. Під суди ходять, це теж певна... Под суды ходят, да, но тут мы не можем говорить, что почему мы говорим только про крымских татар. Мы, в свою очередь, стараемся фиксировать все известные факты. Это либо же по своим каким-то источникам по Крыму, либо это информация от наших коллег с других правозащитных организаций, которые занимаются по Крыму, либо же это информация от гражданских журналистов, от активистов, либо же с открытых источников. И то есть, если мы говорим об этой статистике, то это вот те кейсы, которые известны. И как вот показывает, да, вот по отношению к крымским татарам данных Зрозуміло, случаев є больше. ще один момент. Кримські татари, вони створили дуже ефективну структуру самоврядування ще до окупації. І зрозуміло, що це певна дуже така солідарна спільнота. І кожен кейс, от людина вийшла, зникла, є повідомлення, тобто є інформація. Ми розуміємо, що українські громадяни не кримсько-татарського походження в Криму, вони не мали такої структури. Коли зникла держава, коли вона була витіснена з Криму, в принципі, українці Криму, вони не мають таких структур, які були б схожі на кримську солідарність, на Меджліс той самий, де всі один одного знають. В принципі, от на мій погляд, це теж може бути однією з причин, що дуже багато кейсів залишаються невідомими тільки тому, що немає можливості промоніторити. Але моніторинг
принципі, це ж не тільки відповідальність громадських організацій, цим має займатися або держава, або міжнародні організації. От на ваш погляд, ми чуємо, що росіяни заперечують, не дають туди війти моніторингові місії. Це зрозуміло. Вони ігнорують будь-які запити офіційні і заклики української МЗС. Але чи може спільнота кримська, не кримсько-татарського походження, ну, принаймні створити подібну структуру, яка би збирала ці кейси, яка передавала би інформацію, тому що ми бачимо, що нічого подібного у українців Криму нема. Тут, наверное, стоит исходить из истоков, да, этой проблемы, потому что сразу после оккупации, что в первую очередь захватывали при оккупации, это военные части и редакции, в том числе украинские редакции, крымско-татарские. Создали такие условия, что данные редакции были просто вынуждены либо закрыться, либо переехать на территорию материковой Украины. Все, в первую очередь отрезали информацию, не было коммуникации. Для чего? Для того, чтобы создавать такое информационное поле, которое выгодно Российской Федерации для интерпретации событий, выгодных для Кремля. Тобто фактично громадська журналістика може принести якусь користь в даному випадку? Естественно. Если мы сегодня говорим об информировании, то, наверное, гражданские журналисты являются одним из важных источников передачи объективной, оперативной информации, потому что украинских средств массовой информации сегодня в Крыму, к сожалению, нету. И гражданская журналистика, это вот как раз она зародилась уже после оккупации. И если мы говорим уже про гражданскую журналистику, то тут стоит отметить, что, наверное, не только крымские татары. Да, крымские татары, возможно, более массово к этому подошли. И вот было создано общественное объединение «Крымская солидарность», которое... Але туди входять, наскільки я розумію, не тільки кримські татари. Там до Кримської солідарності, ну, принаймні, дуже багатьох благодійних акціях. Там кошти надсилають і українці в тому числі. Да, естественно. И вот если мы говорим об информировании, то, мне кажется, на сегодняшний день в Крыму есть солидарность между активистами, между гражданскими журналистами, и нужно отдать должное этим людям, потому что они, не имея, во-первых, специального образования, рискуя своей жизнью, своей свободой, ездят на эти обыски, ездят на эти там задержания, либо же какие-то подсуды, и стараются в меру своих возможностей освещать все эти вещи. И сегодня эти люди являются источником информации из Крыма, потому что, вот, как я уже отметил, журналистов нету. Дуже коротко, буквально, у нас буквально хвилина. 19-й рік, що ви очікуєте? К сожалению, мы сегодня видим тенденцию. Вот вчера прошли обыски в Крыму, то, что уже проводятся обыски по подозрению людей в участии в незаконных вооруженных формированиях. Это такие очень негативные посылы, потому что они могут в 2019 году действительно усилиться. И уже был один задержанный, арестованный вчера по подозрению в участии в формировании таком. Но в то же время мы видим и положительные вещи, когда сегодня перевели под домашний арест фигурантов дела Виджие Кашка. Для нас это очень большая радость. И тут нужно отметить, что, наверное, это является заслугой родственников, адвокатов, наших соотечественников, которые приходят под суды и поддерживают этих Дякую. людей. Дуже коротко. Я маю попрощатися з нашим гостем Ельвіром Сегірманом, менеджером по комунікації Кримсько-татарського ресурсного центру. І перед тим, як вийти з ефіру, я хотіла би ще раз наголосити на те, що розголос, солідарність громадян є запорукою безпеки в умовах окупації. Тому не мовчіть, підтримуйте один одного. В студії з вами була Лариса Волошина. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці. На все добре.